прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. В студии Милевша Кашапова. Добрый день. В Татарстане подтверждено еще 16 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Эти данные приводит оперативный штаб республики. 2 случая завозного характера, 14 контактные. Таким образом, на сегодня в республике 144 заболевших COVID-19. 7 вылечились за сутки. Тем временем в целом по стране инфицированных коронавирусом стало больше на 4070 человек. И это новый антирекорд. Всего заболевших больше 30 тысяч. С трапа самолета на 2-недельный карантин в Казань сегодня ночью прибыл борт из Бангкока. На борту россияне, которые ранее не могли вылететь из столицы Таиланда домой. Прямо в самолете сотрудники Роспотребнадзора осмотрели их с помощью тепловизора. 111 пассажиров отправили в санаторий комплекса Казани, где в условиях карантина туристы проведут ближайшие 2 недели. Утром прошел первый медосмотр и забор анализов, сообщает пресс-служба президента Татарстана. Запуск новых установок и работы в условиях особого режима. Сегодня Рустам Минниханов увидел, как в Нижнекамске в период пандемии трудятся нефтехимики. Президент Татарстана посетил производственные площадки заводов Танека и Нижнекамскнефтехим. Убедился, все ли необходимые меры принимает предприятие. Всем пользуются. Да, вы будьте аккуратны, потому что вы такие уникальные специалисты. Вас неким заменять, вы должны беречь себя. Нефтехимики – одни из тех, кто в период пандемии продолжают работать и даже запускают новые производства. Сегодня на Танеку Рустам Минниханов запустил новую установку. Она позволит производить дополнительно до 150 тысяч тонн в год дизельного топлива стандарта Евро-5 и до 800 тысяч тонн содового топлива. Увеличится и производство автобензинов. Мы живем непростое время. Вот сегодня 2 большие проблемы. Проблема коронавируса и проблема в экономике. Оно вот так наложилось, но вот такие события, как сегодня, они дают вот такой хороший настрой. В борьбе с коронавирусом нефтехимики тоже не остались в стороне. В сжатые сроки был организован выпуск антисептического раствора. Сегодня его показали президенту. Продукцию фасуют в канистры. Производительность более 7 тонн в сутки. Часть антисептиков планируют передать волонтерам. Мы хотели бы в первую руку передать ребятам движение помощи с вашего управления. Большое спасибо. В режиме онлайн Рустам Минниханов связался с производством масок и защитных костюмов Вознакаева. Роботизированный комплекс, запущенный компанией «Татнефть», может производить до 3,5 миллиона масок в месяц. Мы рады вносить свой вклад в борьбу с коронавирусом. Это большая честь и ответственность для всего коллектива предприятия. Мы ведем работу Министерства промышленности Российской Федерации в части того, чтобы получить меры федеральной поддержки для дальнейшего расширения производства вот этих материалов. Работает и Нижнекамскнефтехим. В прошлом году на заводе изопрена мономера завершили модернизацию. Рустаму Минниханову рассказали, чтобы не допустить распространения коронавируса, сотрудники перешли на режим бесконтактного приема и передачи смен. Уходящая смена подготавливает помещение, производит полную санитарную обработку всех поверхностей, полов. Приходящая смена производит обход. В случае отсутствия замечаний они собираются у входа, у противоположного, сообщают на смену. Сдающая смены выходит. Как только последний человек покинул смену, точнее операторную, новая смена заходит. На территории предприятия продолжается строительство нового этиленового комплекса. Чтобы свести контакты к минимуму, доступ представителей подрядных организаций на территорию завода ограничили. На сегодняшний день работает 390 человек. Из них от компании «Гемот» иностранцев 50 человек. Но мы из Турции пока никто не приезжал. Это те, которые были локализованы здесь, да, в России. Осмотрел президент и новые печи пиролиза. Запуск установок позволил нефтехимикам достигнуть рекордных объемов выработки этилена. Нужно сделать все возможное для сохранения коллектива и производственного потенциала, отметил Рустам Минниханов на совещании с руководителями компании. Зарина Ахметова, ТНВ, Нижнекамск. Ажиотаж спал. Покупателей в магазинах стало меньше. Пустые полки наполнились. Об оперативной обстановке докладывают руководители торговых сетей и ритейлеры. Как изменилась продуктовая корзина и почему покупатели стали больше тратить, расскажет Салават Мухаммадуллин.
Рис, гречка, макароны, сахар. Так выглядела корзина покупателей еще 2 недели назад. Сегодня здесь уже фрукты, овощи, молоко, хлеб. В общем, продукты, так скажем, с меньшим сроком годности. Ажиотаж спал, и все возвращается на круги своя. Хотя из-за накопленных запасов в начале апреля крупы сейчас берут реже, и покупателей на 20% в магазине стало меньше, а вот тратить стали больше. Продукцию длительного хранения он набрал, теперь он уже берет свои повседневные закупки. К оборачиваясь товарных запасов, она у нас даже выросла, потому что реально спрос чуть-чуть снизился. Но за продуктами никто ходить не перестанет, а потому на полу специальная разметка, а тележки и кассы дезинфицируются каждые 2 часа. Дезинфекции также проходят между сотрудниками. Сотрудники, они обрабатывают руки. После каждой покупки, как вы отпустили покупателя, происходит дезинфекция рук. Защищаются с помощью масок и сами покупатели. Хотя и не все. То же самое и с дистанцией. Есть и дезинфекторы, то есть и перчатки есть. Мы, к сожалению, их не одели. Мы немножко торопимся, так как день рождения сегодня будем отмечать. Я ничего не замечаю. Я считаю, что сейчас все есть на полках и продуктами нет проблем. Людей не так много, но многие ходят в масках, многие нет. А на кассах, я смотрю, люди соблюдают социальную дистанцию. В любом случае, все зависит от самих покупателей. Пустых полок теперь практически нет, и снова опустошать их смысла тоже нет. Важнее соблюдать правила безопасности. Салават Мухаммадуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Республиканский онкодиспансер принимает пациентов в обычном режиме. Пандемия на его работу не повлияла. Однако на приемы в поликлиниках людей стало меньше, говорят медики. Связывают это с режимом самоизоляции. Но с онкологическими заболеваниями затягивать нельзя. В диспансере принимают все необходимые меры защиты. В этом убедилась Вероника Гайнудинова. Доброе утро. Представьте, пожалуйста. Вчера лежала на хирургическом столе, сегодня чувствует себя хорошо. Ольга Матвеева на операцию приехала из Московской области. Онкология, говорит, отсрочки не дает. Да и с направлением от врача добраться до Казани не составило труда. Однако к лечению допустили только после специальных процедур. Приехала, мне сразу сделали этот рентген легких. Ничего не обнаружили. Медсестры следят за температурой постоянно. К бахилам обязательно и маска. Теперь сложно встретить в онкодиспансере пациента без нее. Каждые 2 часа обрабатывают дверные ручки. Также важно и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Поэтому теперь во время ожидания своего приема, например, на этом сиденье вместо 3 человек сможет сидеть только 1. Такие меры защиты обязательны. Республиканский онкодиспансер во время пандемии работает в обычном режиме по указу министра здравоохранения России. На сегодня палаты заполнены на 100%. В день проводят от 70 до 95 операций. Мы принимаем всех пациентов, те, кто были записаны ранее, кто получает консультацию и ставится в очередь в лист ожидания, потому что диагноз онкологических заболеваний – это угрожающее жизни состояние, которое требует лечения, несмотря на вот такую сложную ситуацию. Мы записываем дистанционно, в том числе и на госпитализацию, и уже пациент приезжает со всеми анализами, решенным вопросом на госпитализацию. То есть он не ездит несколько раз для того, чтобы получить дату госпитализации или какие-то проводить анализы. Попасть пациенты могут на лучевую и химиотерапию. Проводят приемы и первичные онкологические кабинеты. Правда, там сейчас людей меньше, говорят медики. Связывают это с режимом самоизоляции. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. 9-е заседание Госсовета пройдет 23 апреля. Впервые в формате видеоконференц-связи. Такое решение было принято сегодня на заседании Президиума. Все из-за коронавируса. Заседание пройдет в 6 специально оборудованных залах. В каждом соберется не более 20 депутатов. Члены счетных комиссий будут вести подсчет голосов каждый на своей площадке. В повестке дня 27 вопросов. Технические возможности современных коммуникаций позволяют нам это сделать в удаленном режиме. Они уже опробованы при проведении заседаний комитетов. Надо прямо сказать, что формат в целом удовлетворил и депутатов. Была возможность активно включаться в обсуждение всех вопросов. Символы юбилеев на колесах. По-праздничному украшенные автобусы запустили в Казани. Техника специально оформлена к 75-летию Победы и столетию ТССР. Всего на маршруты отправятся 30 транспортных средств с такой символикой. Вместе с казанцами на ярких автобусах проехал и Рамиль Галиуллин.
В теплых боксах 4-го автотранспортного предприятия идет напряженная работа. Весь день здесь наносят на автобусы логотипы 75-летия Победы. Используют особенную печать на оракале. Поэтому привлекли сотрудников специализированных организаций. С одной стороны, напоминание о столетнем юбилее ТССР. С другой – о 75-летии Великой Победы. Автобусы с такими яркими надписями сегодня вышли на дороге Казани. Всего в рейс отправились 13 транспортных средств. Рафаэль Шигапов – водитель как раз 75-го маршрута. У него на машине сразу 2 юбилейные цифры. Одним из первых выехал на дороге Казани на обновленной технике. Я помню, были случаи на тысячелетие автобусы обклеивали. Пассажирам тоже очень нравится, все равно привлекает как-то взгляды, даже идешь просто по городу, смотришь, такой автобус проезжает, привлекает внимание. Всего праздничную раскраску получат 30 городских автобусов и 10 трамваев и троллейбусов. Юбилейные наклейки сделаны в специально разработанном стиле. Есть специальный брендбук, который носит рекомендательный характер. Был пилотный вариант, разработан, показан. Горожанам очень понравилось, позитивно восприняли. Пассажиры уже успели оценить новое оформление. Считают, еще одно напоминание о памятных датах не может быть лишним. Это все-таки наша история, это наше прошлое. Мы должны помнить. Столетия проходят, значит, нужны напомнить молодежи. Оформление продолжится и на следующей неделе. Курсировать по разным маршрутам нарядный транспорт будет в течение года. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Легко, удобно и все в одном приложении. Соблюдать режим самоизоляции пожилым помогает Сбербанк онлайн. Так, с помощью сервиса можно оплатить ЖКХ, заказать доставку продуктов или лекарств и даже посмотреть любимый сериал. Вот, бабуля, есть такое приложение, где легко и просто все можно оплатить. Сбербанк онлайн в телефоне, выходить из дома нет необходимости. Как пользоваться сервисом свою бабушку, а она сейчас в зоне риска, учит Айрат Гисматуллин. Теперь она сможет, не снимая наличные в банке, например, оплачивать ЖКХ со своей социальной карты онлайн. Вот на квитанции есть QR-код у каждой квитанции. Легко и просто заходишь в приложение, наводишь камеру, и он автоматически считывает. Ничего вводить не нужно. Все данные уже автоматически забиты. Можно настроить и автоплатеж. Тогда сумма в квитанции будет списываться каждый месяц автоматически. О платеже предупреждают заранее. Еще в онлайн-сервисах экосистемы Сбербанка можно посмотреть любимый фильм, получить онлайн-консультацию врача и заказать продукты. А мне, если сейчас в магазин надо сходить, хлеб, молоко купить? Вот есть такое удобное приложение Сбермаркет. Сюда заходишь, и здесь любые продукты, которые тебе нужны, в любое время тебе могут доставить. Списывается все с твоей карты. И можно оплатить бонусом «Спасибо» от Сбербанка. Тяжело, конечно, дома сидеть, но себя надо беречь. А с такими помощниками я готова и дома посидеть. Научить пожилых получать услуги дистанционно помогут и волонтеры. Сбербанк сейчас обучает добровольцев онлайн-сервису, чтобы дальше они сами могли помочь тем, кто в этом нуждается. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Развитие событий в наших следующих выпусках. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Будьте здоровы. Оставайтесь дома. Здравствуйте! Циклон, принесший обильные осадки, усиление ветра и понижение температур, начинает сдавать свои позиции. И в предстоящие сутки погода начнет улучшаться. Об этом позже. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой, со скидкой 20% и по вашим размерам? Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166. Адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 апреля на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ночью и утром пройдут дожди, а днем прояснится около 5 градусов выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге в первой половине дня ожидаются осадки, а вот во второй половине дня дожди не прогнозируется. Температура воздуха +7. Жители севера Татарстана ожидают облачная погода с прояснениями. Днем около 8 градусов выше нуля, местами с дождем. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси ожидаются дожди преимущественно ночью и утром. Днем воздух прогреется до +6. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном во второй половине дня осадки прекратятся. Синоптики обещают около 7 градусов со знаком плюс. В центральных районах республики, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше переменная облачность, временами дождь.
Уже к вечеру субботы в республике установится вполне комфортная погода. Осадки прекратятся, и местами даже будет выглядывать солнце. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. В воскресенье в Казани переменная облачность, пройдут дожди в ночные и утренние часы. Ночью температура около 2 градусов выше нуля, а днем +6, +8. Ветер западный умеренный до сильного. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 72%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.